Вооружившись лопатами, около полусотни волонтеров вместе с местными лесниками приступили к озеленению более 4 гектаров земли. Высаживают деревья сегодня в память о погибших героях Великой Отечественной войны. Наша волонтерская организация, она направлена на все виды волонтерства, в том числе и на сохранение исторической памяти. А акция «Сад памяти», она как раз-таки ориентирована на то, чтобы в память о павших в Великой Отечественной войне посадить деревья. И было посажено около 60 деревьев уже, но сейчас как раз-таки идет и дальше эта работа. И мы планируем еще посадить, наверное, столько же. У каждого из участников акции своя семейная история, связанная с Великой Отечественной войной. У кого-то воевал дед, у кого-то прадед. Память о них должна оставаться навеки. Сегодня своим символическим поступком они благодарят предков за огромный вклад в победу. Сегодня я посадила 15 саженцев. Одно из них я посвятила своему прадедушке Евоему Заму Джахаровичу, который участвовал в Великой Отечественной войне. Остальные я посвятила его боевым товарищам, благодаря которым мы живем в свободе и в мире. Принять участие в посадке саженцев приехал исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии Саварбек Халахоев. Мы своими действиями, поступками должны давать пример нашей молодежи и отдавать дань уважения нашим отцам, предкам, которые участвовали в войне, Великой Отечественной войне. Акция «Сад памяти» направлена еще и на решение актуальных задач в сфере экологии. Всего в России планируют посадить 27 миллионов деревьев в честь каждого погибшего советского солдата сражений 40-х. Решение о посадке саженцев в этом месте было принято главой Ингушетии Махмуд Али Калиматов. Силами сотрудников Минприроды Ингушетии будет посажено более 13 тысяч саженцев ясеня и акации. Эти породы деревьев выносливы и особенно хорошо осваиваются в неблагополучных условиях. Первая международная акция состоялась в 2020-м и была приурочена к празднованию Года памяти и славы в честь 75-летия победы в Великой Отечественной. За эти годы было посажено несколько десятков тысяч деревьев. Адам Гулоев, Асхаб Белакиев, Новости 24.